3,05 литров. На водоемах и реках образовался тонкий лед, а значит, прибавилась работа у сотрудников МЧС. Спасателями проводятся профилактические беседы по доведению мер безопасности в зимний период и распространяются памятки с инструкцией, как не оказаться под водой и что делать, если это все-таки случилось. Также на буклетах есть информация о оказании первой медицинской помощи. Регулярно спасатели выезжают на водоемы и проводят рейдовые мероприятия, на которых предупреждают граждан, в частности школьников, о том, что нельзя выходить на неокрепший лед и какие последствия их ждут, если это сделать. Сегодня такое мероприятие сотрудники МЧС провели у Назрановского пруда. У нас были случаи, когда мы несколько раз на этом водоеме видели, что дети выходят на водоем, потом предупреждали этих детей, просили их, чтобы больше не выходили на этот водоем. Рядом находится школа, рынок, поселок Таргим. Это место оживленное, поэтому вот этот водоем, именно городской пруд города Назрань, мы держим на контроле именно во время ледостава. Вокруг городского водоема разместили 4 знака, которые запрещают вступать на лед и предупреждают об опасности. Спасатели 3 раза в неделю выезжают в школы по всей Ингушетии, где проводят инструктаж с детьми и рассказывают о чрезвычайных происшествиях. После таких профилактических бесед у ребят напрочь отпадает желание даже близко подходить к водохранилищу. Ученик 6 класса Саид Икажев хоть и любит кататься на коньках, но не делает это в местах повышенной опасности. Правило то, что нельзя выходить на пруд, который замороженный, потому что если даже рядом с нашей школой есть пруд, и так хочется на нем покататься, но я катаюсь только в определенных и специальных местах, где то все уже готово и можно спокойно кататься на льдах. О том, что подобные профилактические мероприятия идут на пользу, можно смело утверждать на примере ученицы 6 класса Дианы Ансар. Год назад девочка мужественно спасла 2 одноклассников, которые тонули в пруду и звали на помощь. И когда я возвращалась со школы, я увидела, как 2 моих одноклассника тонут в пруду. Я спустилась и подала им руку. После этого мы пошли в школу и рассказали все учителям и заучим. На следующий день меня с моим одноклассником отвезли к мэру города, и нам вручили грамоту и планшет. По словам сотрудников МЧС, перепад температуры сильно влияет на прочность льда. Не менее 5 сантиметров для одного человека, не менее 12 для группы из 3 человек. Даже при безопасной толщине льда не стоит забывать о том, что под водой есть течение и бьют теплые ключи, где толщина льда может быть совсем маленькой. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности. Если лед под тобой треснул, нельзя бежать и делать резких движений. Необходимо принять горизонтальное положение и медленно ползти в обратном направлении. Если же человек провалился под лед, необходимо сохранять спокойствие, громко звать на помощь и попытаться выбраться с той стороны, откуда пришел. Эти и другие правила поведения на льду рассказывают детям сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мадина Цора, Адам Далаков, Новости 24.